ана тілінде көрсетпеге исламаға бірнеше сөз. Басыр Абдуллин деген кіші турында. Басыр Абдуллин родился в 1892 году. Это был писатель, журналист, драматург. И вот его книга «Герой степи» вышла в 1992 году на его столетие. Вот такая была обложка этой книги. Хыр батырлары. Возьмите. Я не могу, у меня рука занята. Хыр батырлары. Может быть, кто-нибудь из вас видел эту книгу? Она вышла, сказала, уже 30 лет тому назад, и она обязательно прошла по всем ногайским селам. И было большое мероприятие, посвященное столетию Басыра Абдуллина, нашего писателя, первого романиста, драматурга, журналиста, политического общественного деятеля. И вот на столетие мы проходили по всем селам, были и в Ясансукане, и в Свитовске, были еще в каких-то других селах, везде показывали, рассказывали из Дагестана. Еще наш руководитель нагайцев Жуманов Равиль Мухаммедович Рухушат Болсан, его уже нет с нами с 2014 года. И вот эту книгу раздавали во все школы, учителям. У вас есть эта книга? Но она написана на литературном нагайском языке. А литературный нагайский язык немножко отличается от вашего разговорного диалекта. У нас вот уже сказала Такира Хамитовна, что 4 группы нагайцев, и 4 диалекта, они все-таки немножко друг от друга отличаются чуть-чуть. Вот эту книгу, которую Насыр Мажитович написал в 1932 году, и эта книга была напечатана латинским шрифтом, немецким, можно сказать, английским шрифтом. И она сохранилась в Ленинской библиотеке. Ее только нашли в 90-е годы, потом ее переложили на кириллицу и вот раздали вот во все нагайские школы. И ее все равно никто не читал, мало кто читал, потому что литературный нагайский не всем знаком. И я решила перевести эту книгу на русский язык. Обложка, видите, какая здесь? Эту же обложку мы решили сохранить. Вот она. И перевела я ее на русский язык. Здесь 3 произведения Басыра Абдуллина. Первое произведение называется «Хыр батырлары». Тут написано «Хыр батырлары». Второе произведение – это о нагайцах Ставропольского края. Нагайцы ведь рассыпаны не только в Астраханской области, а по всему Советскому Союзу нагайцы рассыпаны. И вот в Ставропольском крае живут нагайцы, об их участии в революции Басыр Абдуллин написал в своем романе, он незаконченный роман, но очень много событий там, в романе «Хыр батырлары». Второе произведение называется «В опьянении богатством». Байлық кесіріктігінде, о нагайцах хариле, юртовцах, по-русски говорят юртовцы, хариле, то есть оседлые нагайцы. Мой отец тоже был такой, потому что они занимались земледелием и скотоводством в своем хозяйстве. Они не кочевали, они сели раньше остальных. И живут они в 12 селах Астраханской области вокруг города. Вот Каргалах называется Каргали, Башмаковка называется Хазан, Яксатова называется Малькуль, Ярлытува Осетной бугор, потом еще Ситовка, потом Биштубе, Жемалек, Лакау, и еще все не могу перечислять. Вот здесь. И третье произведение Хазал Шишакайляр называется о дагестанских нагайцах, девушках и молодых парнях, которые уже после революции строили новую жизнь, участвовали в колхозной жизни. Вот эти книги, эти 3 произведения, там еще есть одна ученая-доцент, написала статью «Хыр батыры, сөз батыры», то есть герой степи, герой слова. Эту статью перевела я на русский язык Султанбековой, а потом 90 страниц моих личных работ, в чем они заключаются. Первую работу, вот «Хыр батырлары», я показала 8 глав на литературном нагайском языке, потому что кое-кому эта книга достанется, а текста литературного нагайского не будет.
И вот 8 глав я перепечатала. Потом перепечатала из произведения Байлов и Сефинда 2 главы. Там называется Кунаклар и Ялша о астраханских юртовцах. Это времена уже до революции, и потом времена революции, и потом как строилась жизнь уже в советское время. Тоже это до 30-х годов. Все эти произведения были записаны, напечатаны в 1932 году, в 1934 году. И, к счастью, поскольку со знаком ББК, эти книги оказались еще в Ленинской библиотеке. И только потому, что она оказалась в Ленинской библиотеке, и нашел его один из нагайцев, который очень стремился к знаниям и копался в библиотеке Ленинской, нашел, а потом уже вот перепечатали, я вам говорю, на кириллицу, а потом я вот перевела на русский, желая, чтобы вы, все наши астраханские нагайцы, знали, кто такой Басыр Абдуллин. А еще я хотела сказать, что Басыр Абдуллин, живой человек, он двоюродным братом оказался моей свекрови. Кто такой свекровь? Это мать моего мужа. Понимаете? Вот со мной сидит моя дочь. Она имеет прямое родство к Басыру Абдуллину, потому что и именно по этой линии идут они. Значит, Зухра Юсуповна, она активно участвует сейчас в настоящее время в этой общественной жизни нагайцев. Второе я хотела сказать еще о том, что вот у меня, я еще, достань, пожалуйста, к Харгаловым книгу. В прошлом году я выпустила в декабре книгу Харгалыгым, про мое село Харгалыгым. Харгалыгым, мой Харгалык. Харгалыгым, вот уже сейчас мы говорили, что в русском языке есть предлоги, а у нас нет никаких предлогов. Вот если хочешь сказать «мой папа», ты говоришь «папам», да? Моя мама, говоришь «анам». Вот я первое слово «харгалыгым», а ты знаешь «мой Харгалык». Ну и чтобы для русских понятно было, мой Харгалык. Карагали называлась еще в 16 веке Харгалыгым. И русские ученые, которые изучали наши места, они по-русски называли ее Харгалык, Майликёль, Хазан. Все наши села называли не по-русски. И никто не переделал Карагали там, или еще что-нибудь. Ведь Карагали можно перевести в Черный Гали. А это Харгалык, оказывается, плодородная почва. Вот в этой книге я показала, кто такие харагалинцы. Тут есть рассказ о том, что в Карагалах 2 села, 2 части были до революции. Одна часть называлась Кумшак. Кумшак — это полцы. Другая часть называлась Хария. Нет, кириты. Кириты — это тоже огромные племена тюркоязычные. Вот в этой книге я говорю еще об Абдрахмане Умерове. Это был просветитель, родом из Ситовки, его отец Абдрахман Умеров. Просветитель, который выпускал газету «Идель» в 1917 году, которая просуществовала до 2014 года, потом была конфискована и закрыта. А сам Абдрахман Умеров был сослан и там скончался в Архангельской области, в селе Малые Карелы. Это мой дядя, получается, потому что мой дедушка и Абдрахман Умеров родные братья. Понимаете? Вот как судьба моя меня заставляла обращаться к этим людям. Последнее, о чем я хотела сказать, что недавно я, вот родословная, есть же в сайте родословная, вот по этому сайту я смогла установить, что моя бабушка является двоюродной сестрой Джанибекова Абдулхамида. А до этого нам все время говорили, что моя бабушка из семьи Абдулхамидов, из семьи Джанибековых, потому что знали ее как из семьи, а ее звать Захра было. И она, оказывается, у Жанбека дедушки было 8 детей. От первого брака 5 детей. Видимо, первая жена умерла, потом он женился на второй, от второго брата еще 3. Да? И вот 5-м ребенком был мой прадед, 6-м ребенком был какой-то родственник по имени Нурале, а 8-м был, 6-й, 7-й, 8-й был. 8-м был Шашамбе. Шашамбе Абдулхамида Шашамбевич отец, Жумали, мой дедушка. Но это вот я по родословной установила. А до этого считала из его семьи, из его семьи. А вот окончательно двоюродные.
У него, у моей бабушки умерла в 2 года мама, в 6 лет папа. И вот почему он оказался в семье Шашимбея. Потому и говорили, она из семьи Шашимбея. Это Джанибекова. Вот все. Что я еще хочу сказать? Вот эти 2 книги я хочу подарить. Одну в школе, Ростопольской школе имени Джанибекова. Так правильно я говорю? Да. Потому что я и первую книгу такую дарила Таргалову. Я первую книгу в школе. Да, вам лично А здесь написала, да? есть, я подарила. Да, хорошо. Так, и вторую книгу я хотела подарить в библиотеку, вот центр. Здесь есть библиотека? Ага, есть. Вот эту библиотеку. Потом я еще хочу добавить несколько слов. Вот несколько слов хотела сказать. Я принесла еще книги. Книги, вот как уже небольшое вступление сделала Тахира Хамитовна, что чтобы напечатать книги, приходится делать большие расходы. Вы видите, какие книги? Эта книга оказалась очень дорогая, но она у меня была первая, и я от души раздарила всем учителям. Это вот как закат, что ли, за всю мою жизнь. Раздала я от души. Теперь я вот эти книги я хочу, вот помимо того, что раздарю, хочу продать. Привезла сюда еще 8 книг. Стоят они всего 700 рублей. Я беру только то, что заплатила за то, чтобы напечатать. Так что, если кто есть сейчас желающий, 700 рублей денежек, я вам оставлю эту книгу. А вот эти 2 конкретно в школе и центру культурному. Вот у меня все, собственно. Семье, дедушки, бабушки, пусть немножечко учатся говорить, учат своих внуков говорить на родном языке, а не наоборот. Сейчас внуки учат дедушек, заставляют их говорить на русском языке. Он хоть и знает родной язык, хоть и знает, что внук должен знать, а он с ним разговаривает по-русски. Вот это наша беда. Мы таким образом ведем к могиле свой родной язык. А нам надо выкарабкаться как-нибудь из этой могилы, спасти свой язык. Ну, спасибо. Ну, ваша сила самая тайса син татарша сөйлейсің. Жоқ. Ютузский диалект. Татарлық жаздықта. Аты метереніне. Мен қабақ ашаған ноғай. То есть он земледелец, выращивал огород. Он виноград выращивал, алма, езім, шия, қабақ, қияр барсына. Бізде бұл кітапта бір ноғай бар, жазған. Мен шапшақ мынан су ташып, мен марқа қияр еттім дейді. То есть бочкой сам таскал воду на телеге и марқа қияр. Ранее огурцы были. Шапшақ мынан су ташып, мен марқа қияр еттім. Икі қылақ болғанда, это значит, валисточка вышей. Икі қылақ болғанда қиярға шығыр жеттім дейді. Кейін етіп тартып арқасын, иктім қияр марқасын дейді. Бұзаубастан қыраудан, Құдай өзі сақласын дейді. Вот шел. Если разрешите, несколько слов, чтобы стало понятно, почему язык похож на татарский и почему он не татарский. Во-первых, язык, да, ютузских нагайцев, он Российская академия наук, Институт языкознаний признан диалектом нагайского языка. Почему? Потому что все слова, грамматика, все в принципе в основе словарь, да, особенности нагайской. Но произношение татарское. Если вы поедете в Дагестан, да, там в Хасаюз, Бабаюр, там вы услышите, как говорят на языке, похожем на кумыкский или даже на кумыкском. Чистые нагайцы. Поэтому мы не должны делиться по диалектам. Хоть диалекты разные, вот кто знает харарашский диалект, от диалекта дагестанских нагайцев тоже отличается. Но от этого мы не перестали быть нугаями. Давайте, как говорится, бірлік болайық арамызда, нұғайлар. Да, бірге болайық енді. Мына қара, мен айтқым келеді. Қырым нұғайлары сөйлейді телефоннан. Тыңдаймын ғой? Барысынан ғой. Все понятно. Қырымдықылар, сибирлер капляшик дейді. Ай, өзімші капляшик дейді. Они алтыға говорят. Сибирский алтыға говорят. Бір кішкене ғана андай-мындай. Общий смысл все равно уловить можно. Мен сізден таза алайын тоже. Мен яздым жаңа подарок. Мен жасқа, короче, тоже